Всем привет! Сегодня мы в передаче Махаббат Квиз для Эль Казахстан. Это мой супруг Талгат. Моя супруга Аим. Да, всем привет! Сегодня Всем мы привет. будем читать вопросы. Вы познакомились впервые в автосервисе Талгата, где тебе чинили машину. Расскажи свое первое впечатление о Талгате. Я рассказывала много раз об этой истории, но она, мне кажется, на мой взгляд, такая супер романтичная, прям как в кино. С Талгатом мы заочно были знакомы через телефон, то есть я слышала только его голос, и мне показалось, у него такой брутальный голос, настоящего мужчины такой, и когда по телефону я с ним разговаривала, почему-то я представляла такой взрослый, прям мужик, Истошник. с пузом такой, маяк, значит. Пузо есть, пузо на месте. Вот, и когда я приехала, в общем, у меня машина очередной раз сломалась, я приехала. У машины, на самом деле, мы-то провели диагностику, и машина целая оказалась. Вот мне кажется, там вообще лежит такая великая постанова. Вау. Будем верить. Нет, у меня реально... Не, классно. Нет, да, у меня Kia была на тот момент, и она попала в большую яму. И чуть как будто подсдохла. Вот так вот я приехала к тебе, и он сказал, давайте встретимся уже воочию, посмотрим на проблему вместе. Я приезжаю, я, если честно, выглядела прям очень ужасно. Вот девчонки сейчас меня поймут, такие дни, когда у вас жирная голова, дулька на голове, спортивка, бржерінде, там, не знаю, бірдеңе тамақ тамған. Я приехала, думала, что там, перед кем СТО вообще там, Я приезжаю, а Талгат с иголочки одет. Я-то подготовился. Очень красиво выглядит. Он-то знает, кто едет, а я-то его не знаю. Я приехала, мне так стыдно было. Он мне сразу понравился. Я его увидела, он мне сразу понравился. И мы сделали пару кружочков в его автосервисе. И тогда мы поговорили, как-то даже дали круг вокруг, да. И так было, не знаю, у меня сильно бабочки в животе сразу образовались. Я ему не... можно я скажу? И я прям на него не хотела смотреть, потому что я знала, что я выгляжу не очень. И у меня была вот так самоуверенность на низком таком уровне. И я на него не смотрела. Я дополню немного эту историю. Я капец как волновался. Я знал, кто едет, как она выглядит. Вот Аим говорит, я там была не накрашена. На самом деле, не знаю, она меня поразила. И я от волнения сказал ей, посиди в кофейне, а там одни мужики, СТО, автосервис. И я понял, что все на нее смотрят. Потом я ее оттуда забрал. Да, это было так смешно. Можно быстро расскажу? Да. Я сижу, он такой, вот посидите здесь пока, чай, кофе. Я говорю, все, спасибо. И они пошли диагностику делать. Через 2-3 минуты он возвращается. А давайте я вам экскурсию сделаю детейлинга. Это так смешно было, что ты даже не дал мне допить чай, и такой сразу пошли. Да, там было не до чая. И мы, я провел экскурсию, и вот прям большой круг сделали. Я просто не понимал вообще, что происходит. Может, она просто любезно со мной общается, или что-то между нами появилось, химия какая-то. Не, это однозначно было. Но я очень сильно волновался. Я тоже. Да. А еще такой, краткий момент. После того, как я уехала, он, во-первых, ничего не предложил, там, встретиться и так далее. Я думала, наверное, 100% он женат. Короче, расстроена, чуть уехала. И вечером он аж в 6 или 7 вечера мне аудиозапись отправляет. И там я думала сейчас, наверное, просто спросить, как ваша машина, все ли хорошо, прошла ли та ошибка. А оказывается, он позвал мне на свидание. И я так кричала от радости в машине, это хорошо помню. Я прям отправила эту аудиозапись своим подружкам, своей сестре, и начала, он меня позвал. Так. Ты меня прям погрузила в это время, я опять волнуюсь так же. Плюс еще здесь люди за камерой очень много. Не переживай. Все хорошо. Раз уж это затронулась тема, я тоже расскажу. Короче, я с 10-го раза голосовой ей отправил. Я там, я не знаю, как сейчас помню, Сейфуль на Аль-Фараби, пробки, и я записываю и отменяю, записываю, отменяю. То голос не нравится, то еще что-то. И, короче, с 10-го раза отправил. И бывает же... А может, прослушаем эту аудиозапись? Давай? Это же смешно. Ну, давай. Я пока рассказываю. Давай. Короче, вот отправил это голосовое, и бывает же прям окошко закрываешь полностью WhatsApp, чтобы если она ответит, одна галочка будет. Я прям выкинул телефон и думаю, Талга, ты что делаешь? Может быть, она там сейчас... как она отреагирует, да? Два варианта. Скажет, не гони, ты, отремонтировал мне тачку и, можно на свидание звать? Или... окей, давай. И эти 15 минут, пока она отвечала, я прям не мог себе найти место. Это мило. Я нашла это аудио. Да. Так быстро? Привет еще раз, как дела? А уже мы на «ты», кстати. Мы уже перешли на «ты».
там типа чаем угостил. Привет еще раз, как дела? Блин, в обед, наверное, я еще спал. Нормально даже не поговорил с тобой, хотя давно хотел познакомиться. Вот. Слушай, мы можем встретиться еще раз, чай, кофе попить или поужинать? Как ты на это смотришь? Ох, какой голос. А что свой ответ? Надо. Давай. Пока, ну давай Да уже. уже он вышло, все, ладно. Давай читай свою. Ну, она такая, типа... Это был понедельник, да? А-ля она занята. И она говорит такая, ну, давай в пятницу. А по идее потом выясняется, что она вообще была свободной, и ей делать нечего А было. нам же, девочкам, нужно же, ну, как бы показать, что мы заняты, что, возможно, там другие свидания есть. И я сказала, Но- ну, в пятницу я свободна, в 8 вечера, вот так вот. Но я тоже старый волк, да, как бы. До пятницы ни единое сообщение, ни одного внимания. Вообще пропал полностью с радаров, хотя я все эти дни думал о ней. Представьте, И- а я сижу в пятницу, я никогда в жизни укладку не делала на свидание. Я сижу в салоне, такая вся ободранная, такая, уже переживаю, такая, думаю, девчонкам пишу, прикиньте, он мне не пишет с того момента. Сегодня пятница, и типа он даже не спросил, походу отмена, а я как дура в салоне сижу. И через 30 минут он пишет, есть предпочтение по ресторану. Вау. Ну, Я это- такая, нет, все равно, типа. Это было 12 дня, а типа свидание вечером, да, я до 12, блин, не До знаю, двух, когда Жан, смотреть. до двух. Да, до двух. До двух, да. Я вообще не писал, и это реально работает. Девчонки начинают, ну, Девчонки начинают. ну вообще такая Девчонки. статистика есть. Да, девчонки начинают обычно понты колотить, если начинает парень писать ей без конца. Как дела, там, как проснулась, как спала, зачем? Не надо писать. Такой вот лайфхак. Лайфхак. Да, пропадите и потом по факту пишите. Вот как видите, это работает. Да, девочки. Следил ли ты за жизнью АИМ до вашего знакомства в автосервисе? Я прям четко помню. АИМ участница команды Юфрейм. Изначально другой состав был, АИМ появилась чуть позже. И когда она появилась, я как сейчас помню, с каким видео она там появилась, какой-то марафон был, на стадионе снимали. Я сразу обратил внимание на нее. Я был подписан на Юфрейм. Я думаю, что за такая. Еще у тебя был какой-то загар или автозагар, или ты откуда-то приехал. Прилетели откуда-то. Да? Она такая была смугленькая, и я сразу обратил внимание на нее. Ну, в общем, я считаю, что у АИМ внешность такой нестандартная, она сразу, короче. И ты подписался, и ты, ну, короче, смотрел, да, что делал? Да, ну, я на нее подписался, и у АИМ какой-то был парень. Вот. Ну, я, короче, на нее смотрел просто, вот мне она нравилась, как она выглядит, и у меня как бы не было в голове, что я там буду когда-то с ней, то есть даже... В мыслях такого В не мыслях, было, да, такого не было. Удивительно, да? Вот сейчас, Да. спустя года. Да, сейчас своя уже такая Маруська. Родненькая. Ладно. Что, дальше? Давай я. Давай. Расскажи подробнее о том, как развивались ваши отношения до брака. Думала ли ты, что выйдешь замуж за Талгата? Наши отношения развивались со скоростью света очень-очень динамично. Да. И уже там через 4 месяца я получила предложение руки и сердца. Хотя Талгат, как Талгат по истечению времени мне говорит, что если бы у тебя условно день рождения было бы в июле, я бы и в июле предложение Да, я сделала. просто То есть он ждал просто 8 ждал мой августа. день рождения. Но у нас была такая ситуация в Корее, такая критическая чуть-чуть, и тогда Талгат показал себя, ну не знаю, проверку на прочность, на вшивость, все прошел. И я помню, когда каждый раз я его видела в Корее, мне было очень плохо, у меня такое предоперационное состояние было. Я его видела, и почему-то так мне было тепло на душе и спокойно. Мне было такое ощущение, будто он все решит, я выживу там благодаря ему. Да. Вот он все сделает. И такое ощущение, как будто вот реально я чувствовала такое, наверное, только с папой и с тобой. Типа настолько безопасность и то, что уверенность, что все будет хорошо. И в этот момент, я помню, лежала такая умершая, такая, думаю, блин, я хочу за него замуж. Вот только за него, типа, больше никого не Давай рассматриваю. вкратце расскажем, что было, да? Мы прилетели вообще просто погулять в Корею, Сеул, да, да. и сестре АИМ должны были сделать небольшую операцию. Думаю, классно проведем время, заодно ее сопроводим. Первую же ночь, короче, ей стало плохо, мы вызвали скорую, нас забрали, начали пугать, что вот она там, возможно, умрет. Начали, тему да, вообще. там переливание крови делать, уколы всякие делать, и в итоге положили в больницу. Вот эта палатка, она была, короче, рассчитана на одного больного, и все. Как бы условия неплохие были. Мне организовали небольшую кушетку, я там спал 3-4 дня, да, рядом был. И, короче, мы вообще Сеул не видели, вот прилетели,
и в больнице И лежали. все, и в больнице Еще мы лежали, встречались сидели. всего около 3 Месяц. недель, да? Ну, месяц 3-4 максимум. недели, месяц, да, максимум. И на тот момент он помогал мне даже в туалет сходить. И типа Да, это она, чтобы вы понимали, она Я не могла в лежала, мне туалет нельзя ходить. было вставать, и он мне помогал даже в туалет сходить. Ну, Нет. тазик И с вверх, тазиком вот так, с ходили. тазиком. Что да. происходит вообще? Блин, и тогда было очень мило. Я тогда поняла, что все, нет, это типа большой для меня показатель, что вот ты был рядом, ты тогда поддержал. И мое собственное спокойствие было такое, знаешь. Ну, у меня вопросов не было, типа, что я здесь делаю, зачем я вообще здесь нахожусь, типа, можешь свалить и так далее. Ну, то есть вообще ни грамма. Столкнулся, принял этот Достойно, удар. да? Достойно. Ну, вообще, то есть максимум у меня была прогулка, это вот выйти, там киоск был рядом с больницей. И, кстати, мы же заселились в одну гостиницу. Недавно мы ездили по делам в Сеул. Чисто случайно в центре Сеула гуляем с ней. Я говорю, слушай, вот этот поворот, он какой-то знакомый, говорит, давай попробуем повернуть просто. И нарываемся на ту гостиницу, где мы были полдня. И прям вот, ну, странные, да, такие интересные чувства были, что мы оказались там чисто случайно в огромном мегаполисе, где живут порядка 20 миллионов людей. Я еще на кресло-каталке в аэропорт приехала, и, в общем, мне было... Ну, я не могла ходить, потому что у меня артериальное давление падало. И когда я приехала в Алмату, тоже такая вся драма на кресло-каталке. А Талгат купил мне машину тогда. Подарок. Вот так вот просто. Я приезжаю, и там стоит на парковке машина. Еще папа такой, что за идиот, говорит, на мое место поставил машину. И я в шоке, Да. и я сразу же вылечилась. Я же сразу вскочила с этого инвалидного кресла, такая, дайте мне ключи. Ускоритель, короче. Короче, Но да, этот момент тоже мне так сильно помог выздороветь быстрее. Везде Ахшажок. Короче, у меня друг за недели 2, наверное, до этой поездки говорит, я продаю свой BMW. А он педант, он так следит за своим автомобилем, его машину нужно, ну, с закрытыми глазами покупать. Я ему говорю, брат, ну, у него Ахшас бар, короче, я ему говорю, брат, отдай мне в рассрочку, пожалуйста. Капец. Да, а это еще и в Корее было, уже весь движ уже в Корее, мы переписываемся. Я говорю, думаю, это, ну, стимулирует ей побыстрее поправиться, сесть за руль. Я знаю, как она водит, как она любит водить. Короче, сделка произошла вот так вот, в рассрочку, слава богу, раскидались, Азат рахмет. Классно. Если смотришь, да? В какой день недели и где произошло ваше первое свидание? Я четко помню этот день, это 29 марта, 16:00, 37 секунд, да, минут, да. Какой 16-8 вечера? Да, ну ладно, чуть ошибся. Еще мы скрывали, короче, и так надо было. Так получилось, что мы шли по Панфилову и Жеку встретили. Жеку встретили, Терри Тимус и всех ее коллег по цеху. Они все на Талгата вот так вот. Да. Это, кстати, отдельная тема вообще. Вначале мы скрывали наши отношения, но Аим намекала, говорила, что у нее есть парень и так далее. И куда бы мы ни ходили бы, в любое заведение, очень Сканер. было... Да, меня сканировали полностью от головы до ног, типа, кто, вот он, этот фраер ее новый. Было достаточно волнительно, и это меня напрягало. А им, человек, привыкший уже к дополнительному вниманию, да, то есть идет, но она не видит. А я иду, и мне непривычно, что все смотрят. И это было достаточно так напряженно. Короче, 29 марта мы впервые встретились. Это ресторан Афиша был? Да. Да. Я типа, короче, алматинец. и Прикиньте, еще такой тупой факт, мы, короче, на свидании не ели. да, Вообще, мы недавно стеснялись. это Мы обсуждали. месяца 2 не ели, наверное. Странные реально чуваки просто пришли на свидание, и мы просто вот так вот пили. И типа не ели вообще, просто друг другу так Я смотрели. похудел в Как то дела время. вот так? Не, Расскажи. реально мы волновались и так стеснялись. и я Нет, да, для банан не приличия жёг, салат же можно заказать? Для Ну приличия. да. Мы такие посмотрели на меню. Ну, я ничего не буду. Я вообще любитель поесть, да, как Я бы. тоже. Да, ну я нормально так ем. И, короче, чтобы вы понимали, я стандартный бургер брал и типа его не доедал, короче. Час-два сразу, двойная котлета. Смотри, какой автопарк мечтает собрать Талгат? Вообще, я не знаю, уже не было, наверное, такой машины, на которой ты не ездил, мне кажется. Вот сколько мы с Ну, тобой, есть, 5 нет. лет в браке, да, и за эти 5 лет, я не знаю, постоянно какие-то разные машины. Короче, его идеальный автопарк – это какая-нибудь машина на охоту, которую он сам ее собирает, тюнингует. Вторая – это какая-нибудь спорткар. Третья машина представительского класса какую-нибудь хорошую. И четвертая такая сдохшая какая-нибудь Бэха или Мерс. Сдохшая, это она Е34. называет легендарную Ладно, Е34
который с каждым днем дорожает. И Да, она да, у ну, меня то есть- соска, между прочим. Да, ну то есть Только такие Аим её не старые ценит. машины сдохшие, вот. 4, ну примерно вот такой автопарк, это идеальный. Вот, ну в целом, это же правильно, да? Да, так и есть. Ну, еще квадрик и снегоход. Квадрик, снегоход, да. Спустя 5 месяцев отношений ты сделала им предложение руки и сердца. Расскажи, что ты принял, как ты принял такое решение, как готовился к этому ответственному шагу. Тоже очень смешно на самом деле. 8 августа у нее день рождения, и я думаю, вот в этот день сделаю предложение. Вот. Но в июле или в июне я уже свозил ее в Ахтубе, познакомил с мамой. Мама на тот момент жила в Ахтубе, и это, ну, типа одобрение получить, там, познакомить. Вообще все сомневались, ну, с моей стороны, многие сомневались в нашем союзе. Типа, точно она к тебе серьезно относится? Ну, вот такие вопросы были. Талга, ну, ты уверен, да, что у вас там, может, ну, типа, бывает же, что пацан там поплыл, влюбился и так далее. Я говорю, ее же не знают, думают, ну, вот, инста-звезда, актриса, походу, там, не знаю, ну, то есть... А у нас еще, чтобы вы понимали, я на тот всех момент уверял. был проект «Суд за хайп». Я Да, там она вообще там какая-то материлась, ну сумасшедшая. там, короче, проект такой был, да. И я говорю, вот когда вы с ней познакомитесь, ваше сердце вся станет на место. Короче, все сомневались, потом она прилетела. У нее, чтобы вы понимали, на тот момент не было платья, ну вот такого нормального, да. То есть она всегда там, как пацанка в джинсах, в штанах. Ее родители говорят, ты что, как ты поедешь в штанах, в Ахтубе? Я помню, прям чуть ли не скандал дома был, меня чуть ли не вот в детдом там не сдали. Мама такая говорит, как ты пойдешь? Говорит, она мне спрашивает, ты завтра в чем полетишь? Я говорю, да в джинсах, в пиджаке. И мама, как мне там 1,5-часовую нотацию читать? Янжин Зимба, Колеки пар, ты же что там, ты же знакомишься, как ты пойдешь в джинсах? Это неуважение. И мы с мамой пошли искать платье. Тем более Запад такое не прощает. В платье полетела, желтым, помнишь? Да, в желтом, как сейчас помню. Короче, прилетели в Ахтубе, познакомились. Мама еще говорит, куда постелить? Как будете спать? Я говорю, ну, в зал, ее, я, как всегда. А я в зале спала, да? Да, мы в итоге вместе спали в зале. Да? Я чуть не Да. помню даже. Ночью я подкрался. Так, и в итоге мы возвращаемся в Алматы, и ее родители меня вытягивают на стрелку, короче, ну, пообщаться. Это было тоже на Фурманова, помнишь? И сидим, общаемся, и они говорят, вообще, что за движ происходит? Типа, вы же недавно только познакомились, уже ты в Ахтубе с ней слетал, там, познакомил и так далее. Я говорю, закрой уши, короче, я ей говорю. Это июль, да, был, походу? А она вытрик закрывает уши, короче, я ее родителям говорю, короче, я жениться хочу на ней. Я ее люблю, там, все дела и так далее. А они такие, ну все, окей, давай тогда. Он, да, ресторан сдемиміз бе. Да, на месте мама, как будто, знаете, мне вот, там, я не знаю, Отырып қалған қыз сияқты мама такая, онда барып ресторан іздемейді ғой, ананың қасында Светлана бар еді, ана Да, ресторан, да. соны недавно она подружкам Это мой вопрос, если что. Ага, спасибо. В итоге мы все вместе на одной машине Это очень выезжаем. смешно. И ресторан Светлана на тот момент прям на хайпе был. Мы же забронили его. Это мой вопрос, напоминаю. Мы тупо едем туда, администрацию вытягиваем. Короче, скидка, не скидка. И броним дату. Вообще дату даже забронили. Без кольца. Ой, без кольца. Без кольца и без предложения. Короче, все понимали, что мы женимся. И 8 августа это уже было так. Ну, типа... Давай я расскажу. Короче, 8 августа у меня сестра только знала об этом, то, что он собирается делать мне предложение. Так в итоге все знают. Ну, и родители. То, что родители. сделать предложение? Да, предложение, окей. да. Только моя сестра знала об этом, что на мой день рождения. Я-то знала, что мы уже датасын белгілеп, сидим и ждем, когда же кольцо будет, то все. Но я думала, что на мое день рождения. В итоге я у сестры допытываю ее, а она там вообще агент полнейший, партизанка, точно. Вот. Не говорит вообще ни слова. Да, кстати, да, Айше доверять можно. И я говорю, Айша, точно на мой день рождения будет праздновать? Говорит, нет, Аим, вообще, типа, то есть вообще можешь эту мысль отбросить. В итоге я говорю, ну окей. И он говорит, мы поедем вдвоем на романтический ужин. Мы выехали, я думаю, что сейчас будет? У него на тот момент был караоке, и ему звонят, в общем, с работы, с караоке, и говорят, ага, сюда, типа, короче, полицейские приехали, типа, свет отрубили нам, из-за того, что шумим, соседи жалуются. Короче, постанову лепит. И Талгат такой, блин. Я такая, что случилось? Он такой, да там, короче,
в Кристалле, типа, траблы туда-сюда, типа, там, короче, полиция приехала. Я говорю, ну давай съездим по дороге. Мы приезжаем, а там, оказывается, Арман с Кариной свою машину поставили. Друзья, а он попросил, говорит, подальше поставьте свою машину. Ты увидела, да? Я не видела, ты же рассказал потом. Ну Я да. вообще в телефоне сидела. И мы заехали, вглубь куда-то машину оставили. И в итоге Талгат говорит, сейчас я пойду разберусь, ты посиди в машине. А у меня голова что-то заболела. В итоге, а там еще полицейская машина стояла. Да? Капец, вы антураж сделали, там вот эти мигалки были, я хорошо помню. И вы заходите, еще свет вырублен был. И в итоге я Талгату пишу, говорю, мне, пожалуйста, лекарство возьми. И он говорит, заходи, давай здесь посиди, здесь что-то затягивается, ты сказал. Я захожу, и там все мои друзья стоят. Такой сюрприз был, реально удался. Я не ожидала, что Да, это и будет так. в конце вечера я сделал предложение. В общем, твой кукет конкретно. Несмотря на брутальную внешность, ты делилась, что Талгат очень сентиментальный, из-за чего он плакал в последний раз. Блин. Я давно не плакал, Ну кстати. ты у психолога, да, плакал последний раз, кажется? Да. Не знаю, можно ли это было говорить, но... Я недавно слезинку пустил, когда мы поругались сильно. Когда, да, тогда ты пустил слезу? Ты не заметил. Да, ты Да. пустил слезу, да. Так технично. Ну, за всю нашу историю совместной жизни ты плакал, наверное, 2-3 раза. И то я его заставляю, говорю, поплачь. Я хочу, да, я хочу поплакать. Потому что мужики из-за того, что вы держите все в себе, на самом деле вы из-за этого, у вас продолжительность жизни, мне кажется, меньше. Вам нужно все вот это вытаскивать и плакать, когда хочется. Не так, типа, я мужчина, мне нельзя плакать. На самом деле, мы же все люди. И А им вообще не всех. держат, чтобы вы понимали, сразу Да, если говорят. мне хочется плакать, я плачу. Я помню, когда, помнишь, мы встречались, ты заплакал уже. Помнишь этот момент? Да, было дело. Я тебя жалко. Не, я реально сентиментальный. Ну, то есть я могу какой-нибудь контент увидеть, где там ребенок или еще что-то, меня реально прибивает поплакать. И Ну, надо плакать. в ну такой да, ну момент. всегда люди рядом. После психолога я вот раз мы об этом говорим, однажды я мощно пустил, я был в тачке один, пробка была, и психолог мне, кстати, на тот момент говорил, ты, скорее всего, хочешь плакать и плачь сейчас. Я при ней не мог, короче. А это связано с моим детством, с моим отцом, и, короче, я уже в машине как пустил, и сестре родной позвонил, в общем, прям Мне кайфанул. тоже позвонил. Да, ну, я теперь Индире позвонил. Мне жалко, что я не была в этот момент рядом. Мне кажется, я, не знаю, тяжело, конечно. Перечисли фильмы и сериалы, в которых снимался Аим. Наверное, одна из самых таких мощных, легендарных ролей ее — это Жибек. Ее, вот когда мы начали встречаться, ее некоторые путали и говорили Жибек ей. Казахский сериал, да? На казахском языке. Я его не смотрел, но вообще аудитория, вот многие думают, что в YouFrame, да, прям сильно выросла. Она, конечно, в YouFrame сильно выросла. Безусловно, да, но но вот такой первый скачок. такой мощный скачок именно с этого сериала. Что вы понимали, первая серия вышла, я на следующий день проснулась, у меня, кажется, 40 тысяч или 50 тысяч подписчиков был. На тот момент за одну ночь собрать 50 тысяч подписчиков, это, блин, ну не знаю, я проснулась. Какой рилс надо Я отснять? проснулась, вот Тейлор Свифт просто вот так. Я проснулась с Селеной Гомес вот так вот. Я реально в шоке Где была. мой кофе? Да, я в шоке. Я смотрела на свой Инстаграм минут 10 вот так вот. У меня было 8-9 тысяч подписчиков на тот момент. До это было чисто вот то, что, ну, раньше там. Со школы. Со школы, да. И когда я вот так просто смотрела в телефон, не могла поверить в эту цифру. И она росла, ребята, представляете? Под конец уже первого сезона у меня 80 тысяч подписчиков было. Офигеть. На тот момент классно. И дальше, да, так, Жибек. Сильно запомнился фильм «Аким». Там небольшая роль, но такая девушка-истеричка, алматинка, короче. Потом «Той любой ценой», да? «Кудалар», классный фильм, кстати. Кушок куда? «Кушок куда», да, классный фильм, прям вообще на одном дыхании. Если честно, я сама иногда не помню свои сериалы. И оказывается, их так много. «Той любой ценой», там Аим такая пухляшка. Нет, это «Свадьба КЗ», «Свадьба где сталкеры, вот эти, да, капец, все. пухляшка. Пухляшка, Я в этом «Вейростане» смотрел, и думаю, о, Да, я там бомбочка хомячок. такая. У нас, извините, тогда YourFrame бургер был. Чтобы вы понимали, мы каждый день снимали, как мы кушаем бургер. Мы каждый день отрабатывали, снимали контент с этим бургером. Еще у нас дегустация каждый месяц бургеров. Мы все вчетвером, как на дрожжах просто выросли. Мы располнились сильно. Совместная поездка в Корею помогла тебе убедиться в серьезных намерениях Талгата. Какие еще моменты семейной жизни помогли вам сблизиться?
Ну, по сути, каждый раз, когда мы проживаем какой-то кризис, да, когда какие-то вот такие моменты у нас бывают, что мы думаем, блин, уже не знаю, что делать, мы как будто больше сближаемся, больше понимания приходит. Еще нам помогают совместные походы к психологу, да, всегда. Да, ну, вкратце о нас. Мы очень импульсивные люди. Очень. И Он нам, Овен, я Лев, мы два огненных знака. Нам, короче, большой причины не надо, чтобы мы поругались. Мы так и любим сильно, и можем прям разосраться прям конкретно. И первый год особенно, вообще он такой был прям тяжелый. У нас сомнения были, что мы вообще будем ли мы семьей или нет. Здесь вот еще раз хочется привет передать соседям с Атпая Формула. Ой, Заюша, извините, пожалуйста. Блин, я Атай конкретно. И, ну, реально, первый год был очень сложный. Жестко, Ужас, жестко. я помню, я эту соседку сильно избегала во дворе. У нее красная машина была, и у нас одна парковочная, получается, поле. И вот так вот она, если выходила, я вот так просто пряталась в машине. Или пока она не зайдет в подъезд, я не выходила с машины. Ага. Нереально Я было. очень сильно ее избегала, потому что, мне кажется, она бы меня избила там. Да, и потом, ну вот потихоньку все реже и реже начали ругаться. Ну, мы до сих пор иногда ругаемся. Бывает такое. У нас не бывает по мелочи поругаться. Редко такое бывает, если ругаемся, мы Ну, редко Талгат и виноват, метко. поэтому. Хорошо. Талгат виноват, да. Планирует ли Аим вернуться в кино? Какую роль она бы хотела сыграть? Планирует, причем мы всей семьей как бы за, особенно Да, моя мама, тоже постоянно. получается, Мен Енем очень сильно просит. Она всегда расстраивается, когда я говорю, мам, я отказалась от этого проекта, я отказалась от того проекта. Мама прям, туф, блин, говорит, мен сені, говорит, киноға қайтадан, типа, ну, как там, Да. не с тем видом ходит. И недавно я опять отказалась от роли. То есть меня уже утвердили, но мне нужно было бы уехать во Вьетнам на 20 дней. И это как раз падают даты на день рождения нашей дочери, на день рождения Талгата. И мы, короче, всеобщим консилиумом, ну как всеобщим, вдвоем решили, что как будто бы, не знаю. Ну, лично я отказалась сама. Меня никто не давил. С этой стороны не было давления. Да, и потому что здесь, когда говоришь «нет», да, ну, то есть в будущем, возможно, она будет вспоминать про это может быть какая... Прикиньте, если этот фильм, да, там, порвет, да, вот, ну, в смысле, будет хорошая касса, будет на слуху. Да, будет обидно, да. И типа. я просто об этом думал и думаю, нафиг, я лучше промолчу. Ну, как бы, единственное, что я сказал, как 20 дней мы будем в раздельности. Ну, я попросила их прилететь, типа, может, Да, день можно рождения было, там конечно, отметить. прилететь, но Во я сильно Вьетнам, не типа. давил, я ничего не говорил особо. И вот, в итоге, А еще был короче... такой момент, когда мы встречались, меня пригласили на один проект, сериал ТНТ. Тоже режиссер классный, там вообще надавил. офигенный продакшн. Я на тот момент снималась в фильме «Аким», и я прям на съемках, помню, получила это предложение, и меня уже прям хотели утвердить. И Талгат сказал, а мы только начали встречаться, ну там месяц, может, 2. И Талгат сказал, блин, ну если ты уедешь, то считай, получается все, типа, ну на расстоянии там нельзя. А мне предложили год жить в Москве. И Ну, я типа, отказалась. все, это, походу, халаст, короче, на этом. Типа он такой, ну ты же знаешь, что типа это невозможно на расстоянии. Я такая, а я выбрала его и не пожалела. А им очень, вообще, в целом, актриса с большой буквы. Она может отыграть любую роль. Но не было еще таких ролей, где, ну, что-то серьезная роль, да. Вот мне нравится фильм «Тамирис», например, да. Да. Классно, да, вот если бы она сыграла бы Тамирис, или какая-нибудь там Ну, короче, драма. исторический фильм или какой-нибудь Мощная артхаус драма. какой-нибудь, да, или драма мощная. Ну, что-то такое я бы сама с удовольствием хотела бы сыграть. Я сама, на самом деле, очень сильно хочу вернуться в кино для тех, кто интересуется, почему я пропала. Просто на данный момент как будто бы все проекты чуть-чуть похожи друг на друга. От где-то 5-6 проектов за прошлый год я отказалась, потому что там «Кудаларский куда», там «Тойский той», вот такое, «Той в космосе», вот такие уже были, короче, фильмы. И я немножко такая, блин, ну... Если возвращаться, хочется прям мощно, но возвращаться там пришельцы в Казахстане, типа в таком, не особо, если честно, горю желанием тратить время, типа на такие Ну и проекты. здесь давай сразу пропиарим тебя мощно. Она же не просто актриса. Ну, во-первых, она училась на актрису и еще и в театре играла. А Дипломированная актриса. Вот, не халям-балям. Так что имейте в виду. Как Талгат отреагировал на новость о беременности?
Я расскажу. В общем, я прилетела с Ахтау, мы были с родителями, и мы с ним поругались перед моим отъездом. И все, получается, сколько, 5-6 дней мы не разговаривали. Но он был такой в спокойствии, что я с родителями в Ахтау, типа, все окей. А я вот такая вот так вот сидела. Что он делает? А у меня... А он холостой такой, да, на 6 дней. И, типа, мы поругались, и мы не общаемся, и мне не надо говорить, где я, и думаю, фу, вообще идеальный вариант. Ужас, я такая. А оказывается, потом ты же болел, помнишь, лежал? В итоге у тебя же что-то... А, да, и не получилось, Я так короче. ликовала Я, с этой да, стороны. Ну ладно. заболел. И, короче, приезжаю домой, а дома страшный бардак. Вот, блин, сори, да срач прям. Посуда вот прям гора. Ну, Всё, холостяцкая ну, короче, хата да, такая. холостяцкая хата. Я приезжаю, и у меня вот думаю, а мы еще не разговариваем, я такая злая. И начинаю убираться, вот прям начинаю Тарс, турс. драить, все, тарс, турс, а он лежит вот так вот в телефоне. Мгм. Я такая захожу, и такая вижу тест, и думаю, ну, сделаю. Хотя, по сути, задержки ничего не было, думаю, ладно, сделаю. И сделала, и оставила его на кухне, в ванне, и пошла дальше, короче, убираться. И пришла тряпку помыть через минут 10-15. Смотрю, 2 полоски. У меня вот так шок, я просто так вот начинаю дрожать. У меня шок, и я подхожу. Я думаю, а я, короче, сказала, если я забеременею, я, короче, отдыхала от маникюра. Я сделаю себе гель-лак, помнишь, сказала, типа, с форме сердечка, короче, значит, я беременна. Если ты заметишь мои ногти, значит, я беременна. Я вот так думала сделать, типа, романтично. А в итоге какой гель-лак, какой, я даже записаться, мне начинает трясти. Я выхожу с комнаты же, он еще меня бесит. Я еще думаю, вот что меня бесит, значит, у меня гормоны пляшут. И он сидит вот так вот, карн кас, вот так. Я захожу в комнату, и вижу этот тест ему прям в лицо так кидаю, говорю, если тебе интересно, то ты скоро станешь отцом. И он такой... Что? Вот так встал. И такой подбежал ко мне, на колени сел, и у него глаза чуть на мокром месте. Такие, Жан, ты серьезно? Я такая, сама смеяться хочу, у меня истерика. Я говорю, Да, помню. да. И я такая, ну я на тебя обижена, помнишь, что сказала? Такой, какая обижена, Жан? Типа, Да. и мы начали обниматься и помирились. А на следующий день я заболела коронавирусом и чуть не Да, умерла кстати. реально. Какой самый необычный подарок делал тебе Аим? Ну, наверное, как бы это банально не звучало, это все-таки, наверное, рождение Томоськи нашей. Но вообще рождение Томоськи для меня очень такой трогательный момент, так как я был с ней вместе. Нам пришлось, в общем, мы рожали Томоську Путем кесарево сечения? Да, и мне на грудь положили ребенка. Я был рядом, я видел весь процесс. Короче, Томоську ложат мне на грудь и уводят нас в другую кабинку, в палату, и мы там лежим. И прикиньте, Полчаса, да? да, если не больше. Вот 9 месяцев я ждал ребенка, и этот ребенок был в животе, и теперь он на мне, и она кряхтит, лежит, и это первая такая свиданка у нас с ребенком. Никого нет, и мы начали болтать. Первые 30-40 минут это было... Даже видео есть, очень сладкое. Я каждый раз смотрю его, плакать хочу. Ты сам там чуть ли не плачешь. Да, капец, конечно. И вот, наверное, это... Ну, какой может быть подарок на фоне Томоськи? Это, я думаю, самый необычный, классный подарок. А остальные все подарки мы, по сути, всегда обговариваем. Типа, Жан, я вот это хочу. Он такой, ну все, на 8 марта. И там, он мне говорит, Жан, я вот это хочу. Ну все, Да. там, на 23 февраля. Ну, то есть вот так вот мы обсуждаем. Или там, Жан, что ты хочешь на день рождения? И он мне прям говорит, вот это хочу, вот это. Или мы деньгами даем, и каждый покупает себе подарок. По идее, у нас нет такого, что типа удивить. Потому что пару раз бывало такое, Да, я ему дарила, ему не нравится, и он говорил, Жан, сдай. Я лучше не буду так делать. В Инстаграм ты писала, что имена для будущих детей вы с Талгатом выбрали еще когда встречались. У вас родилась прекрасная малышка Тамирис. А как бы вы назвали своего сына? Это имя уже забрали. Это имя забрали, да. Мы, короче, хотели имя Али очень сильно. Мы прям, когда встречались, мы сразу выбрали, если будет пацан, будет Али, если девочка, Тамирис. Все, у нас родилась Тамирис, мы такие, ну все, если будет сын, давай Али. В итоге Талгата братишка, супруга они забеременели. И мы никому не говорили, что мы хотим Али, ну, назвать своего сына. Кроме я своей сестре только это говорила, кажется. И нашей маме. И все, никто об этом не знал. В итоге они родили, и мы стали крестными родителями этого сына. И Талгат по телефону говорит, а как назвали? Он такой, Али. А у них же фамилия тоже Итаев. Получается, Али Итаев. Я такой, как Али такой? И у Талгата сердце разбилось. Он говорит, как Али? Как Али? Нет. Но в итоге это наш наш тоже сын, сын, да. крестный сын. И классно, В что у принципе, нас... все да, стало на свое место. Тамирис и Али. Али и Тамирис у нас получается. Итаев были. А пока мы не знаем своего сына, как бы назвали, мы до сих пор в дискуссиях. Да, ну по факту посмотрим.
Так, следующий вопрос. Как вы решились на парную терапию? Какие уроки ты вынес из похода семейного психолога, да? Я, короче, никогда раньше к психологу не ходил. У меня были моменты, которые я хотел проработать. Это связано с моим там отцом, которого нету. Вот. Я почувствовал, что мне легче, как будто лучше. Нет, ты скажи, ты говоришь, отца которого нету, он же был. Просто Ну, сейчас живых нет, а то сейчас подумаешь, что он вас бросил, типа такое же. Да, наверное. папа у Талгата Да, папа, прекрасный человек, да. модель ролевая для Талгата. Он по сей день, вся его семья всегда о нем говорят восторженно. И причем вся семья, то есть там все родственники до сих пор очень Друзья. сильно скорбят, скучают по папе. Хотя уже прошло больше 20 лет. 20 лет. В этом году 20 лет. В будет. этом году 20 лет ровно, да. И вот, поэтому Талгату очень было больно, а не так, что... Бывает же, там, отец бросил и такой прорабатываешь то, что он вас бросил. Это не этот Да, случай. кстати, хорошо, что подметил, да. Потом я просто для себя сделал вывод, да, что человек, если болеет, например, там, не знаю, глаза болят, к окулисту идешь, уши, там, к лору идешь, да, душа, понятное дело, что это в первую очередь, наверное, религия, там, может, в мечеть сходить, да. Я, в общем, ничего плохого такого не вижу в психологе, и когда у нас бывает тупиковая ситуация, я говорю, мы короче, не уступаем друг другу, и иногда, там, типа раз в полгода, год, мы ходим вдвоем к психологу, и это моя инициатива была, кстати. На самом деле можно даже чаще. Можно чаще, да, и сделал вот про вывод, да, вопрос. Вывод, вот мне психолог, по крайней мере, по полкам раскладывает, да, вот я все-таки мужчина, и я должен брать вещи, инициативу на себя. Вывод один, короче. Раз дома происходит какая-то ссора или хаватр какой-то непонятный, неважно, кто виноват, кто прав, если это допускается, я как глава семьи, это моя ошибка. Просто нельзя это допускать. И именно эту ситуацию надо брать в свои руки. Женщину не переспоришь, как говорится. Как-то, короче, обходными путями, вот так в лоб, по крайней мере, своим не получается. И сейчас у меня вывод такой, что мне надо как-то вот так. Но вообще хочу подметить то, что Талгат, хотя, казалось бы, да, такой консервативный казахский мужчина, восточный, мне нравится то, что он может ходить к психологу, и он это абсолютно спокойно говорит у себя в блоге, потому что в основном у нас, как казахские мужчины, думают, что ходить к психологу, значит, ты психбольной там, или, с тобой что-то не так. По сути, мне кажется, каждый человек нуждается в не психотерапии, к походу к психологу, решать какие-то свои вопросы. Да, очень сложно. Нет, не то, что время всегда было такое, и наши родители должны были бы, наверное, ходить, если бы была такая возможность. Просто сейчас тенденция, и я рада, что такая профессия еще набирает обороты. Я все-таки не согласен. Круто. Почему? Потому что, если говорить про наших родителей, да, не было соцсетей, все стандартно одинаково плюс-минус жили, да. Сейчас вот эта большая нагрузка из-за соцсетей. Даже не только, у всех были проблемы в отношениях, даже у родителей. Нет, дело не даже в отношениях, понимаешь? То есть это все равно давление, да, почему я такой, почему те такие, почему это, люди закрываются, людям сложно вот это проработать моменты. И мне кажется, что вообще психология, да, правильно, да, это такая тема актуальная, она набирает только-только обороты. В целом, и мне кажется, всегда, потребность к психологу у людей может быть и в то время, и в наше время. Но сейчас то, что ты говоришь, конечно, тоже верно. Но в целом, мне нравится то, что ты спокойно ходишь, спокойно говоришь об этом, и, возможно, даже какой-то пример подаешь там своим читателям, которые на тебя смотрят, равняются. Но это хейтят как раз-таки те, кто, почему ходишь, ты псих, что ли, типа такого. Да. Вот. Как Талгат изменился после рождения Тамирис? Какой он папа? Талгат у нас прекрасный отец, который классно вообще в целом балует, уделяет время. Знаешь, в любом случае всегда человек, который ходит в бизнесе, который постоянно работает, иногда может чуть-чуть переборщить с этим. Вообще тяжело держать этот баланс, когда ты в работе и уделять время семье. И я чаще всего, наши ссоры завязываются вокруг этой темы, вот, Жан, ты не уделяешь нам внимания, мне хочется, чтобы ты побольше был с нами. А он человек, который строит бизнес, у которого очень много встреч, важных там связей и так далее. Я это все, конечно, понимаю, но в целом он очень сильно старается. И если мы куда-то идем, он прям, основательно, круто, мы прям качественно проводим время. Я считаю, что ты даешь все нам с Томоськой, Томоське все даешь. И то, что она растет в такой здоровой среде, это уже говорит о многом. Какие, допустим, мы с тобой родители, какой ты папа.
И в целом он очень такой, ну, не знаю, мне кажется, Жан, ты прекрасный отец, ну, на мой взгляд, вот. Ну, Очень добрый, очень такой ласковый. Мы, на самом деле, вдвоем строгие родители, ну, такие, не прям супер строгие такие, но я ему сказала, что с дочей разрешай ей все, я буду больше воспитывать, а ты больше балуй. С сыном, возможно, будет наоборот. Или с сыном будем вдвоем строгими. Там, ну, то есть я хочу, чтобы дочь наша запомнила тебя как папа, который вот все можно, вот все. У меня, допустим, папа такой был, все разрешал. Хочу, чтобы ты тоже был для Томосики такой. Отцовство как будто оно не сразу ко мне пришло. И вот если говорить про бизнес, да, действительно так и есть. Я ей всегда говорю так. Если у нас дома все хорошо, у меня в приоритет сразу, я бизнес, да, у меня, то есть я все внимание, максимальное внимание уделяю бизнесу. Но если что-то дома не так, у меня все с рук валится, у меня нет настроения, мне вообще ничего не хочется делать. И очень важно, чтобы дома была правильная атмосфера. И вот как раз-таки эту атмосферу создает женщина. И, ну, то есть мы вот это вот обсуждаем, опять же, путем обсуждения, да, мы к этому приходим. Не все сразу. Здесь надо понимать, да, то есть если раз уж я выбрал этот путь, строить бизнес и так далее, это достаточно сложно, энергозатратно, очень эмоционально бывает. Я прям подавлен прихожу, потому что что-то не получается. И, ну, ты тупо не можешь дома вот улыбаться или как-то вот сиять, да, там. И в эти моменты, в такие моменты семья должна поддерживать. И я как раз-таки вот дома заряжаюсь, потому что вот бывает, я там на охоту уеду, да, у меня, кстати, хобби есть охота, я выезжаю. Для меня это важно. Вот перезагрузка, без телефона, без ничего. Но все равно я не могу больше 2-3 дней где-то ходить. Мне нужно домой вот прям одеть. А если говорить о том... Одежду свою домашнюю, прилечь. У нас суббота, вот вечер примерно, и воскресенье целиком, такой семейный день, вот, где мы проводим классное время. В основном на работе, но вечерами стараемся дома быть. Ну, я точно дома всегда вечером. Как Аим изменилась после рождения Тамирисы, какая она мама? Да. У Аим есть такая уникальная, я не знаю, как правильно сказать, ну, то есть я не скажу, что она там капец вот так вот целыми днями нянчится там, ну, то есть там как-то это все налегке проходит, то есть она может совместить и работу, и при этом дать прям хорошее внимание ребенку, и между делом сгонять в садик. Там есть, конечно, у нас кто помогает, кто может и без меня, и без Аим забрать. Ну, это в первую очередь мама, у нас есть помощники, которые могут нас заменить. Но мы не злоупотребляем этим, и она в первую очередь. Баланс такой, что и вроде и работает, и ребенок не остается без внимания. Вот здесь вот у Аим материнство, может, совесть, я не знаю, она вовремя просыпается, да. И она вовремя реагирует. Поэтому я не скажу, что я ни разу ей не упрекал, что типа ты что там так долго, почему без ребенка ходишь долго, ну там ребенок скучает и так далее. Все четко, вот, то есть в этом плане классно. Изменилась она. И с Томоськой классно время проводить. То есть она спокойная, я ее с собой беру с собой на встречи куда-нибудь. Или там я пишу Талгату, то, что мы за продуктами выехали, а с нами Томосик. Вообще удивительный такой момент. С Арманом вот, Исуповым разговаривали. Он говорит, каждый ребенок тоже приходит к нам с определенным характером, и Всевышний, грубо говоря, может быть, намекает, да, вот. То есть у них там первый появился Алим, да, и он такой умный, очень быстро развивался, они в то время 18-20-летние ребята, ну, то есть как будто бы Всевышний им сказал взяться за ум, да. Второй, он такой более дерзкий. Я действительно задумался, и мы вот, я же говорил, что мы ругались, то все, а у нас Томосик, ну, слава богу, она очень не капризная, она спокойная, она отходчивая, она не обижается. И она такая мирная, максимально мирная. И мы вот просто на нее смотрим, и реально как будто нам Всевышний говорит, успокойтесь, вот будьте такой, как Тамирис. Угу. Реально с нее можно брать пример. У нас, ну, она не похожа по характеру на нас. Вообще. Она такая спокойная и мирная. У нее нет такого кипиша. Она еще терпеливая. Вот терпит, да? Терпеливая, да. Она реально терпеливая. А у нас с терпением проблемы конкретные. Что у меня, что у нее. А вот Тамирис, она у нас такая, короче. Угу. Какие качества Талгата ты бы хотела видеть в ваших детях? Так, ну, мне нравится то, что Талгат в целом... Мне кажется, то, что ты тоже, да, по сути, отходчивый, Жан? Да. Я у нас больше злопамятная. Вот, и, слава богу, у Томосик отходчивая.
ты очень такой, как душа компании. Вот где бы ты ни сидел, на тебя все равно какое-то внимание, потому что ты так, ну, не знаю, притягиваешь к себе, сенің сөйлеген сөзің, сенің отырған отырысың, тұрған тұрысың, все это как-то, ну, не знаю, ты вот прям душа компании, и с тобой классно, то есть время проводить, и я хочу, чтобы дети тоже наши были такие, не в тени, а душа компании. Потом ты инициативный всегда, там, выехать куда-то, запланировать это, организовать то есть ты такой идейный, вот. И еще мне очень нравится твое качество, ты бесстрашный в плане того, что риски, вот эти все дела, все равно человек, который занимается бизнесом, большие риски имеет всегда. Не в том плане бесстрашный, там, не бояться монстров, привидений и так далее, да? Он как раз-таки боится. Я капец ужасен, боюсь. А именно в том плане, что строить бизнес, не бояться ничего, рисковать, вкладываться и так далее. То есть я хочу, чтобы у детей тоже была такая смелость в плане работы и уверенность в себе. То есть когда ты занимаешься бизнесом, ты уверен в себе же, что ты сможешь это сделать. Вот, я хочу, чтобы дети такие же были уверены в своих силах. Вот. Ты амбициозный, тоже хочу, чтобы дети были амбициозными. Верно так, да. Но это реально так. То есть такая черта, которая в жизни, мне кажется, реально пригодится. Вот пробиться, что-то сделать. Такие люди всегда интересны. Когда вот человек сам взаимодействует, да, так вот прям активно, не только говорит, но и слушает, это прям очень классно. То есть ты располагаешь к себе. Реально, ты вот умеешь располагать человека к себе. Расположить человека к себе. И хочу, чтобы дети тоже умели это делать. Что-то я хотел сказать, блин. Задумался о себе. Какой я, да? Я хотел сказать, что вот насчет смелости, да, вообще, если честно, подкатить к им, мне кажется, тоже дофига делов. Ну, здесь тоже смелость надо было. Вот я вот этот момент тоже не забываю. И каждый раз думаю, как меня угораздило вообще. Ну, то есть там же все быстро поменялось. Я там был, там, блогером в узких кругах, в определенных кругах, там, чисто прав. Я даже себя не показывал, чтобы вы понимали. На тот Тем временем подкатить ко мне, я как обезьяна была. Не, ну, в смысле, ты же вообще с другой сферы, там очень много внимания, и это же тоже надо выдержать, извините меня. Поразить тебя, в конце концов. Ой, ва. Тот же самый вопрос, какие качества им ты бы хотела видеть в наших детях, да? Мы очень похожи, на самом деле. Нет, я назвала качества, которые не похожи на меня. Я, допустим, боюсь рисковать где-то. Ну, а у Аим присутствует легкость. Некоторые люди, да, очень много думают, надо, не надо. Вот у меня есть близкая родственница моя, не буду говорить имя, вот она может там, типа, полгода искать пуховик себе. Я не понимаю таких вещей, честно. И куда бы мы за границу не поехали, я говорю, что ищешь? Она говорит, пуховик попросили. Без имен, а то обидится, не дай бог. Вот. Сладко. Да, и, ну, то есть, она очень легкая, она быстро может принять решение, быстро все это сделать, быстро, вот, готовить еду, может там же бросить, там, я не знаю, заготовки и просто что-то вот поменять и сделать это. Легкость, это вообще, на самом деле, очень классно. В жизни это классно, на самом деле. Вот мне нравится вот эта легкость, мне нравится ее доброта. Если ее не злить, она максимально добрый человек и очень щедрый человек. Вот, ну, то есть у нас вот классно все идет, и вот за редкие случаи, когда мы ругаемся, тогда маски слетают у нас, мы берем кинжалы и все, начинаем рубиться. Сейчас делают люди вывод, что мы постоянно ругаемся. Ну, бывает, но я хочу сказать, что вот именно в нормальной жизни Аим очень добрая, очень щедрая. И, в нормальной жизни? Ну, в смысле, в стабильный, как сказать. Так это всегда мы ругаемся. Ну да, 99%. Вот. Нет, ну окей, твои качества, да? Это однозначно легкость, доброта, щедрость. Ну и хочу, чтобы особенно наши девочки взяли красоту моей женушки. Ну и еще заботливая. Заботливая. Ну, да. Заботливая. В принципе, да. Ну, когда ты меня раздражаешь, не хочу заботиться, а так о других заботишься. Опять мы про ссоры, что ли? Не, короче, весело живем на самом деле. И опять же, если вернуться к моему психологу, она мне говорит, ну, тебе такая жена и нужна. То есть ты не будешь жить спокойной, которая покладистая, да, там все сделаю. Мне вот этот драйв нужен. Она как раз-таки меня зажигает, я наверное. Тот человек, который, нифига! Вот так вот, она вот так. Не, реально. И, возможно, это вот меня драйвит, и мне так интересно, мне всегда чего-то надо добиваться. Я вот
И в работе так, и с автомобилем. Почему я его часто меняю, да? У меня проект заканчивается, мне неинтересно, я не могу уже. Мне всегда надо в голове перед сном какие-то мысли иметь, что я сделаю там. И вот эта мысль, что я через месяц или через полгода сделаю, она меня драйвит. И у меня уже есть планы через полгода, что я куплю, и Мы мне говорили нравится. обо мне, мы говорили обо мне, да, а тут вот. о машинах почему-то резко. Что, ругаться будем? А, нет. Как ты поняла, что ты любишь Талгата? Ну, рассказывай. Начинай. Как ты поняла? Так, блин, я сейчас, знаете, не могу понять, когда я поняла это. Да, сразу она поняла. Ну, наверное, вот в Корее, да. В Корее поняла, что люблю, да. До этого прям сильная симпатия была, прям сильная. Бывает же вот бабочки в животе, влюбленность, вот. Влюбленность была такая. А в Корее уж такая люблю прям вообще основательно. Вот прям взяла и печать поставила вот так вот, договор. Так, Навсегда. люблю, вот так, Forever. да. Forever and ever. Вот, тогда я поняла. А ты когда понял? Ну, тоже первый месяц, наверное. Вот, то есть такая была тоже влюбленность. Я не мог вообще понять, что происходит. То есть я настолько втюрился в нее, такое древнее слово, да, что когда мы ехали впервые на свидание, я так тупил, я, короче, по встречке ехал по односторонней дороге. Помнишь, Вообще да? странно. Он Я- же еще автоблогер. Я такая сижу в машине, думаю, ну, автоблогер, человек, который разбирается в машинах, по-любому знает от и до. Едем, и красный горит. Мы так вот езжим, стоп-линия. Я говорю, красный. Он такой, а, да. И стоп-линию, вот так вот. Пешеход едет, пешеход такой проходит, и мы едем чуть не вот так вот. Пешеход такой, what? Мы проехали, Я потом еще еду. односторонне на мира поворачиваю. Я говорю, это одностороннее. Он Я- такой, а, точно, вот так. Я еще еду и периодически смотрю на нее. То есть это точно та им с Юфрейм. Не, то есть я не верил своим глазам. Ну, кстати, И- вот он говорит, да, это Аим с Юфрейм. Я еще не чувствовала. Вот когда бывает же, да, ты сидишь с Ты человеком, чувствовала? вот сидишь с человеком и думаешь, он, наверное, со мной общается, или вот он в целом со мной сейчас сидит, потому что я там Аим из Юфрейм, и как бы дает мне вот это чувство важности. Кстати, это я вот максимально старался. Он даже со мной не фоткался. Я вообще не фоткался. Ни разу. Она просила, то есть я просто знаю и понимаю, да, что люди, которые условно имеют известность, и к таким людям, наверное, повышенное внимание, и где-то многие, наверное, преследуют какие-то там корыстные цели, да. Я максимально хотел, чтобы она этого не ощущала, и, то есть я дал понять, что это не для этого, и чтобы ей было комфортно. Я однажды в одном посте ее, где мы вместе в комментариях написал подписчик, который смог, и там, помнишь, 1 миллион лайков было. Реально подписчик, который смог. Но я рада, что он не показал мне вот это, знаете, это, возможно, меня отпугнуло бы. Если бы он такой, знаешь, Жалмандап такой, давай фотку сделаем там. Я бы сразу такая, ага. Или вот ты же говоришь, ты ехал за рулем и такой подглядывал, смотрел, типа, это Аим из Юфрейм. А я такого почему-то не ощущала. Даже не то, что вот этот статус, да, так скажем, Не, Аим из типа, Юфрейм, да, то, а что это человек с она та картинки, самая, да. что потому что я за ней наблюдал достаточно долгое время. Я говорю, у меня даже в голове не было, я даже не мыслила, не думала, что мы как-то могли бы быть вместе. И это на самом деле меня в тот вечер, так вот. Да, ну, в общем, он переживал, и мы там, короче, кое-как доехали до этой афиши. 100 штрафов пособирали, наверное. Но еще больше у меня любовь все-таки раскрылась к тебе после рождения Томоси. Ну, это уже другая, прям уже да. такая любовь, знаешь, прям я почувствовала, все, мы уже отдельное сообщество, мы семья, настрой человек. И прям такое, что-то очень супер другое было, такое теплое. Это уже не вот это, да, в молодоженах, хихаха, ответственность, да. ответственность такая вот прям классная. Это крутое ощущение все-таки. Поэтому пара, у кого пока еще нет ребенка, и вы в будущем планируете, хотите, всем желаю этого прекрасного чувства, потому что этот момент прям сильно сплочает. Конечно, первый год, возможно, там послеродовая депрессия, вот эти моменты, если все игнорировать, в целом, капец, это очень сильно укрепляет брак, и это круто. Мужикам самое главное взаимопонимание с жен, поддержать их в этот момент нелегкий. Адам шагу, это реально қиын нәрсе. Будешь какой-нибудь последний вопрос мне задавать сам? Даже не то, что, наверное, вопрос. В любых семьях бывают рано или поздно какие-то кризисные моменты, и если вдруг они где-то в будущем произойдут, я предлагаю тебе посмотреть это видео еще раз. Вот, и напомнить, что мы друг друга очень сильно любим. И вот как-то так. Пусть такого не будет, да? Да, конечно.
Не, ну, сейчас я вот смотрю, насколько могу ошибаться, да, и Казахстан — это первое место по статистике по разводам. Да, правда это? Не слышали о таком? Это на самом деле очень печально, и у нас всегда был такой семейные ценности, да, у нас. Я вообще в шоке был, когда я увидел эту статистику. И думаю, что с нами стало, что не так, почему так вообще происходит. И я думаю, что муж и жена, они вот должны вообще отсеять этот момент о разводе, вообще вот эти вот... Это как семена, если ты закидываешь себе семя... Жан, разные ситуации бывают. Давай не будем говорить, что типа они не должны сеять семя. Я вообще более Можно чем поддерживаю мысль свою людей. донесу? Да. Вот, если ты эту семя закидываешь себе в голову, оно рано или поздно будет развиваться. Если человек сразу же убирает эту в сторонку о разводе и сделать, вот как один имам сказал, да, если ты будешь думать о том, что как сделать мне этого человека счастливее, что муж и жена, тогда, мне кажется, все получится. Нельзя вот этот план Б иметь или С. Нет, это... Конечно, если человек адекватный, перебарщивает... Если двое человек адекватные, Да. а если человек пьет, Нет, имеет это плохие стопудово. привычки, женщина такая, знаете, көзі ашық қыз, сможет все сама, а мужик бьет, лодырь, лежит, ничего не это делает. стопудово, Конечно, в конечно. таких семьях, а это Надо в основном задуматься. из-за этого и разводы, мне кажется, бывает. Или когда вот извне лезут родственники, типа там енелер, қысым көрсетеді, или там со стороны мужа, или там кудалар что-то не поладили. Такие ситуации, Жан, ты тут своей любовью там Нет, ничего не конечно. поделаешь. Нет, я про адекватные семьи. Да, про просто. адекватные семьи И это что... любые проблемы тоже можно проработать. В любом случае, семейная жизнь — это ежедневная работа, труд и так далее. То есть дать шанс, попробовать и так далее. Я про это. Ну, то есть, наверное, мой вопрос будет даже не тебе, Жан, а вот именно людям, которые смотрят, которые, возможно, кто-то переживает этот кризисный момент. Вот как-то так. Мгм. Даже не вопрос, а напутствие. Да, какое-то. напутствие, потому что, ну, знаете, всегда развестись можно. Всегда. И через год, и через полгода. Вот так вот. Сондай, вот Талғат көкемізден бір напутствие алдық. Тыңдаңдар. Тыңдаңдар. Ой. Люблю тебя. Тебя тоже. Всем спасибо. Да, Это был рахмет. Эль Казахстан в передаче А, так? Махаббат Куиз. Одна сказала. Ага. Я ушел. Ага, давайте. Ты такой.